люди любят слушать истории. Извлекая уроки из нашего прошлого, мы как народ можем строить стратегии на будущее. Мы потеряли очень много артефактов. У внуков нет интереса к семейной истории. Наша национальная идентичность сейчас находится под ударами со всех сторон. Мы просто теряем очень часто свое лицо сейчас как народ. Мы последние, кто застали наших стариков, тех, кто родился в Крыму. Если мы это не зафиксируем, не оцифруем, не сохраним, то потом будет поздно. История как формат повествования, она наиболее эффективная, наиболее удачная, потому что люди любят слушать истории. Люди любят читать истории, смотреть истории. Все мы смотрим кино. Кино — это по большому счету история. Вот. И как рассказать о трагедии нашего народа, о его прошлом, какой формат наиболее удачен? Вот, на мой взгляд, формат семейной истории — это просто один из лучших форматов, потому что люди как сказку слушают эту историю, а на самом деле в каждой из этой семейной истории просто как в зеркале отражаются вот все драматические события, через которые прошел наш народ за последние 3 века, грубо говоря. И если мы возьмем историю, семейную историю, вот, историю любой крымско-татарской семьи, в ней сохранились какие-то устные предания, какие-то воспоминания бабушек, дедушек о том, что они пережили. Я сейчас говорю не только про депортацию, да, как самое такое катастрофическое событие в истории нашего народа. Я говорю прежде всего о жизни до депортации, которая для нас, например, как для нашего проекта, представляет наибольший интерес. О депортации говорят много, пишут много. И, в общем-то, как мы все знаем, большинство этих историй очень похожи. Как люди женились, влюблялись, знакомились, проводили быт, то есть как они проводили свободное время, как они работали, чем занимались, на чем зарабатывали и так далее. То есть, и эти все истории вот про эту жизнь, они тоже в какой-то степени сохраняются, то есть так или иначе у кого-то кто-то помнит, что его дедушка любил лошадей, не знаю. Вот мы слышали историю, как чей-то дедушка мог поднять лошадь, да, например, условно говоря, на плечи взвалить. Вот. Кто-то запомнил где-то на уровне каких-то баек, что, значит, его предки были очень богаты, да, к примеру. Кто-то, наоборот, вспоминает, что его дедушка был комиссаром каким-то и боролся с какими-то басмачами. Это реальные истории. Крымские татары некоторые ездили в Среднюю Азию реально бороться с басмачами, это правда. Вот, и я возвращаюсь к вопросу, что через вот этот формат истории очень можно ярко, доступно передавать жизнь нашего народа. То есть понятно, что очень часто в этих историях многое додумано, что-то напутано. Это совершенно объяснимые вещи, потому что эти истории передаются из уст в уста. Прабабушка рассказала бабушке, бабушка рассказала дочке, дочка внучке и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, если отсечь все так или иначе наносное, додуманное, в целом мы все равно видим какую-то канву и можем судить, получить представление о жизни народа в то время. Потому что если мы будем опираться на какие-то письменные источники, да, скажем, у нас какие источники? Очень много литературы нашей было уничтожено, у нас сохраняется только пресса, да, в лучшем случае это времена Гаспринского, Терджиман и какая-то пресса советская пресса додепортационная, до военных лет. Как мы знаем, там все преломлялось через фильтры, через призму коммунистической партии, да, партии и правительства. Вот. А другие источники — это какие-то еще царских времен, записки путешественников, мемуары. И это тоже, безусловно, представляет большой интерес. И тоже мы копаем, безусловно, в этом направлении, потому что там очень много интересных фактов о жизни нашего народа. Но вот семейная история — это один из таких, на наш взгляд, не только интересных с точки зрения фактажа. Об этом ты не прочитаешь больше нигде. Это вот просто передается из уст в уста. Это устная история. А во-вторых,
сам формат семейной истории, как я уже говорил, он очень-очень доступен, очень хорош, и люди действительно любят и с удовольствием читают истории. Это не научные работы, это не статьи там, журналистские в газете про жизнь народа, про депортацию. Это реально истории, в которых, как правило, есть какой-то драматизм, очень часто есть, потому что, ну, к примеру, там, да, вот приведу пример истории, когда у нас была очень яркая история про девушку, которая осталась без родителей, осталась сиротой, попала в дом к своей тетке, значит, над ней там издевались и так далее. И, в общем, в итоге она каким-то образом, там, какая-то из ее родственниц в итоге выдернула ее из этой среды и быстренько отдала замуж. Кстати, этот сюжет достаточно часто повторяется. Неоднократно такие истории встречаются. По сути, что это? Это история о крымско-татарской Золушке. Как мы ее и преподнесли. Мы эту историю так и преподнесли. Крымско-татарская Золушка. И этот сюжет, мало того, что он повторялся, мы неоднократно его встречали. Во-вторых, он просто знаком на каком-то уже в подкорке сидит у людей, на подсознательном уровне. Он очень легко воспринимается. И мы понимаем, как это было все. То есть наш народ тоже не идеален. Да, и разрушает какие-то стереотипы о нашем народе. Мы должны быть вот к вопросу о самокритике. Да? То есть это еще и где-то порождает какие-то пласты самокритичности в нашем народе. У крымских татар есть что-то вроде такого голода к информации о прошлом. Во многом это вызвано, опять же, тем, что долгие годы, там, десятилетия, 7 десятилетий о нас не писали вообще ничего. То есть там практически после 1944 года, ну не 7, это я, да, ошибся, 4 десятилетия, да, после 1944 года о нас не писали вообще ничего. То есть народ был вычеркнут просто из истории, то есть даже само упоминание, да, крымско-татарского народа было запрещено. И это породило, в свою очередь, в народе такую вот жажду, да, просто узнать что-то, получить какую-то информацию о жизни наших предков. Я хорошо помню в национальном движении крымских татар рукописями, да, как-то их размножали, люди ездили в библиотеки, там, в библиотеку имени Ленина в Москву, где можно было найти какую-то литературу старую про нашу историю, копировали, переписывали рукописями. Потом это все размножалось и распространялось среди людей. То есть это был такой вот прям естественный голод, вот жажда получить эту информацию. Когда я был студентом, я хорошо помню, что я тоже был точно таким же голодным, вот жаждущим этой информации. Я бегал в библиотеку, просматривал кучу журналов, какие-то энциклопедии. И любое упоминание о крымских татарах для меня было как бы находкой. И более того, я учился тогда в Ташкенте в университете, я писал своим родителям открытки и письма, в которые иногда прикладывал и делился с ними этой еще информацией, своими находками. То есть вот эта вот страсть к таким находкам, каким-то интересным вещам о жизни нашего народа, о прошлом нашего народа, она во мне сохранилась, более того, вот как бы культивировалась, да, вот, и в итоге где-то в какой-то степени тоже вылилась в этот проект. Вот. И поэтому, вот, возвращаясь к нашей теме о том, насколько все это актуально и будет ли к этому интерес у людей, вот, мне кажется, что вот эта вот жажда познания прошлого, она сохраняется в народе, и более того, она в какой-то степени все-таки передается молодым поколениям. И тут еще есть такой момент, что насколько это все вообще нужно, да? Извлекая уроки из нашего прошлого, мы как народ можем строить стратегии на будущее. И у нас в прошлом было много ошибок, у нас как у народа. И вот все то, что мы делаем, это тоже в какой-то степени работает на это. Вообще идея самого этого проекта принадлежит моей супруге Айше. Она начала это просто как... То есть я собирал изначально какие-то старые фотографии. У меня интерес был всегда, да, к истории крымско-татарского народа, к прошлому. И вот моя супруга Айше сказала: ну а что ты собираешь все это? Давай выкладывать все это. Ну, пусть это публикуется. Вот. И сама завела страничку тогда в соцсетях, и все это мы начали выкладывать. На тот момент вот именно такого проекта, который вот просто был настолько узко специализирован, действительно не было. Более того, я скажу, что и сейчас такого настолько узкоспециализированного проекта в принципе нет. То есть у нас есть какие-то проекты в целом о крымско-татарском народе, там, о культуре, об истории и так далее. Но у нас достаточно узкая специализация. То есть мы сейчас себя позиционируем и специализируемся как проект, который такой работает на стыке
культурологии, этнографии, краеведения и где-то даже антропологии. То есть мы, в принципе, вот достаточно четко оградили себя такими узкими рамками, и мы за пределы этих рамок не выходим. Через тебя проходит там 100 фотографий. Ты их рассматриваешь как бы каждую по отдельности, или для тебя это просто пласт какой-то истории в целом? Ну, тут, да, такой многогранный вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, все фотографии для нас представляют ценность. Я это хочу подчеркнуть, потому что мы постоянно призываем наших читателей, нашу аудиторию присылать нам фотографии из своих семейных альбомов. Многие люди считают, что, ну, кому интересно смотреть на моих там дедушек, бабушек, там, ну, как бы, ну, зачем, да. Вот, ну, казалось бы, но я глубоко убежден, что каждое фото, даже вот просто семейное фото из семейного альбома, просто человек в интерьере там дома или во дворе, условно говоря, или на улице где-то возле какого-то памятника, фонтана и так далее, представляет интерес и должно быть опубликовано, потому что, к сожалению, все мы знаем, что история нашего народа была очень сильно искажена. Мы потеряли очень много артефактов, мы потеряли нашу литературу. Мы, к сожалению, у нас просто нет, зачастую просто нет других источников, чтобы понять, как жили наши предки, каким было прошлое Крыма. И поэтому мы всегда призываем: делитесь, пожалуйста, этими фотографиями. Кто-то, например, там, ремесленник увидит какой-то узор на посуде, архитектор увидит какой-то интересный элемент в декоре, там, или, я не знаю. По сути, это документ. Это документ, совершенно верно. Это по сути уже артефакт. И мы часто сталкиваемся, к сожалению, это вот большая проблема для нас, что многие люди не просто стесняются или говорят, там, ну, зачем это нужно, а многие люди не хотят этим делиться. И ну, вот даже вот недавно у меня была история, что бабушка, случайно встретил бабушку на улице, и разговорились, она сказала: у меня очень много старых фотографий, у меня там отец был очень известным человеком в Севастополе. Вот. Мы договорились с ним встретиться, что я позвоню, звоню, и человек уже пошел в отказ. Вот. К сожалению, там какие-то мифы там в головах есть у людей, какие-то страхи, заблуждения. И страхи тоже, кстати, очень сильно есть. Сейчас расскажу. Но я всегда говорю, что вот знаете, есть такой закон об авторских правах. Да? Проходит 60 лет, и все, что было опубликовано, теряет свою силу. То есть авторские права теряют силу, и это можно уже публиковать, спокойно выкладывать в интернет. Вы видите, что, например, там книги, которые изданы в 30-е, 40-е годы, они уже публикуются, и ты можешь их копировать, дублировать без проблем, потому что авторские права уже потерялись. Так вот, мое глубокое убеждение в том, что все фотографии, которые лежат в семейных альбомах, наших крымско-татарских семейных альбомов, это тоже общественное достояние, потому что вот авторские права теряются, потому что книга становится общественным достоянием после 60 лет, после выхода ее. И это, конечно, может звучит как-то не очень парадоксально или где-то крамольно, но я говорю, что фотографии, которые в вашем альбоме лежат, сделанные в 40-е, 30-е годы, там, довоенные годы, они уже стали общественным достоянием. Они не нужны не только вам, они нужны уже нашему народу. То есть наш народ уже по этим фотографиям может сделать много выводов. Опять же, повторюсь, модельеры там увидят крой какой-то одежды, да, или там феса, там, колпаха и так далее. Этнографы что-то увидят. Антропологи увидят что-то, полиция. То есть в любом случае это уже фотодокумент, это артефакт. А возвращаясь к истории про страхом, у нас была ситуация, когда одна бабушка, пожилая женщина, тоже мы с ней разговорились, у нее потрясающая там история семейная, в которой отражены как в зеркале просто репрессии 30-х годов. И когда она все это рассказала, а потом, когда я сказал: можем мы у вас попросить фотографии вашего отца, который попал под репрессии, и матери, а у нее есть эти фотографии. Она сказала: нет. Мы говорим: почему? Я боюсь. То есть вот этот страх, который сидит настолько глубоко еще в тех поколениях, он просто сидит где-то там вот внутри и до сих пор, к сожалению, еще не испарился, его не выкорчевать уже ничем. И проблема в том, что эти фотографии, в конце концов, мы не знаем их судьбу, этих фотографий. Начну с того, что мы их просто даже не видели, они лежат где-то в альбомах. Они там желтеют, они там просто под влиянием времени
портятся. В конечном итоге их и выбросят просто, и все. Часто истории, когда их просто выбрасывают. Меня, например, недавно глубоко потрясла история, когда в Фейсбуке одна пользовательница соцсетей выложила рукопись крымско-татарки, которую она написала для своих внуков, и эту рукопись обнаружили на складе макулатуры. То есть внуки, те, для кого эта бабушка писала историю своего рода, начиная с каких-то сел, там, я сейчас не вспомню, Бахчисарайского района, депортация на Урал, и жизнь в ссылке, и все прочее. То есть она рассказала всю историю своего рода для внуков, для потомков, чтобы они передавали это. Даже не устно, она написала это. Ну, я не знаю, как получилось, я не буду сейчас судить там этих внуков, но рукопись оказалась в макулатуре. Вот. И, к сожалению, то же самое происходит с фотографиями очень часто. Мы знаем истории, когда семейные альбомы в сердцах, там, в каком-то порыве страсти бабушки просто сжигали эти семейные альбомы, потому что видели, что у внуков нет интереса к семейной истории. Это тоже суровая правда жизни, что новые поколения все меньше и меньше интересуются. Ну, по крайней мере, есть такая тенденция, и мы, да, частично. И мы, конечно, это, кстати, к слову о целях нашего проекта, что одна из целей в этом и заключается, что пробудить интерес к прошлому, пробудить интерес и показать, как жил наш народ, сохранить вот эту национальную идентичность, потому что наша национальная идентичность сейчас находится под ударами со всех сторон. Просто, ну, мы просто теряем очень часто свое лицо сейчас, как народ. И вот такого рода проекты, как наш, это не только наш проект, есть и другие проекты похожие, ну, в смысле, работающие примерно в этом направлении. То есть наша общая задача сделать так, чтобы новые поколения знали, каким был крымско-татарский народ, каким он был там 200 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад. И примерно понимали, вот это лицо нашего народа, а не все то, что нам приносится извне. А навязывается извне нам очень многое. Слушай, а что делать с неактуальностью этой информации? Ну, какое дело сегодня до того, как знакомились на фонтанах, если сейчас на родниках, если сейчас вообще все по-другому? Вообще для чего это? Эта информация, получается, потеряла всю свою актуальность, и сейчас ее никак не применить. Может быть, с этим связано падение интереса, вообще спроса на все это? А нет падения, на самом деле. То есть, если судить по нашему проекту, то мы не видим падения интереса. То есть, мы сейчас в немножко таком, как сказать, таком лайт-формате работаем. То есть, нет уже прежней частоты публикаций, да, и во многих соцсетях, там, в силу известных событий, мы сейчас вообще практически притормозили публикацию достаточно давно. Но я вижу, что интерес к этой тематике совершенно не угасает. Более того, я подозреваю, что интерес к нашей тематике, к этой, будет расти все больше и больше. И это такой, знаете, это тренд, который свойственен не только крымским татарам. Сейчас в целом в мире есть тренд на интерес к своим корням. Расцветает очень много генеалогических проектов. То есть я даже знаком с ребятами, которые запустили проект в Москве, такой крупный генеалогический проект, что-то вроде MyHeritage, да, западного, ну такой русскоязычный. Вот, и у них там все летит очень хорошо. То есть прям вот полетел проект. Потому что интерес очень большой. И более того, вот скажу опять же по нашей практике, что часто люди нам пишут в личку, да, сообщения, что они ищут корни, они не могут найти свои там какие-то ниточки, пытаются связать. Очень часто это люди, у которых не крымско-татарские имена совершенно. То есть это может быть какой-то условный Иван Петров, который оказывается правнук крымских татар. Вот. И он, вот уже прожив там достаточно большую часть жизни своей, вдруг начинает интересоваться этим и начинает искать и пытается понять, откуда его род и так далее. У нас была шикарная история про дедушку, который выяснил уже там в преклонном возрасте, выяснил, что он крымский татарин. То есть он был детдомовский, и уже выйдя на пенсию, он вдруг задумался, а кто он вообще по природе своей, откуда он взялся. Начал писать письма, оказалось, что у него там с Таджикистана, если я не ошибаюсь, он оттуда где-то с Таджикистана, с детдома был, и когда он там, в общем, тянул всякие ниточки, там, ЗАГСы и так далее, он выяснил, что у него крымско-татарские корни. Вот. И мы с ним связались, у нас была очень хорошая публикация на эту тему, там была очень резонансная,
И это просто одна из иллюстраций того, что спрос на это, на корни, вот на генеалогию, на родословные, на происхождение, он постоянно растет. Я не знаю причин, то есть у меня есть какие-то... Спросить, а с чем это связано? Да, у меня есть какие-то, в принципе, догадки этого, но возможно, это как-то связано, в принципе, с нашим современным миром, с особенностями нашего мира, с глобализацией, с этой технологичностью, что где-то на контрасте люди хотят все-таки припасть к корням, вот, выражаясь так образно, да, то есть мы, ну вот еще же в мире эпидемия одиночества, как бы, да, это прям уже официально об этом говорится, что, вы знаете, в некоторых странах есть даже министерство по делам одиночества, вот реально они так и называются. И эта эпидемия одиночества, мне кажется, тоже сказывается, потому что мы одиноки. Несмотря на то, что мы сейчас общаемся много, да, казалось бы, в соцсетях у каждого по 300-500 друзей условных, да, а на самом деле мы в основном одиноки. И где-то на этом фоне, возможно, тоже люди начинают искать близких, то есть тех, кто им близки, да, вот своих родственников, родичей, там каких-то. Очень часто, кстати говоря, у нас в комментариях рождаются прям на глазах наших люди находят как своих близких. Фильм, да, как индийские фильмы. У нас была история, когда наши читательницы, 2 читательницы, выяснили, что они вообще там чуть ли не двоюродные сестры, просто каким-то чудом. Они, оказывается, искали друг друга всю жизнь. И они нашли друг друга под нашей публикацией. Это реальная история. Они нам потом с 2 сторон писали благодарственные письма, что они просто нашлись, и они уже там встречались и проводили уже какие-то совместные там свадьбы, дуалар и так далее. Вот, поэтому, вот, наверное, целый комплекс факторов сказывается, что у людей растет интерес. Это не моя как бы находка, это реальный факт. Если вы погуглите, то об этом много пишут, что интерес к прошлому и генеалогии очень сильно растет. Если бы, допустим, не было депортации, но если мы можем говорить вот в таком, понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но если, допустим, не было бы депортации, у нас же не было бы этих проблем, вот, связанных с преемственностью, связанных с вот этими всеми фотографиями, то есть оно как бы шло бы своим естественным процессом. Ну, условно говоря, эти книги, эти фотоальбомы, они все были бы на местах. Ну, наверное, да. В общем, мы, конечно, как народ потеряли очень много артефактов. Ну, известны истории, да, все про эти прожигания книг, да, ну, мы знаем, что очень большое количество там бытовых предметов, всяких там, ну, условно, там, посуды, сельскохозяйственного инвентаря, там, лошадиной сбруи там, и прочих вещей, которые просто потеряны навсегда там, после 1944 года. То есть что-то там растворилось в частных коллекциях, некрымско-татарских чаще всего, кстати говоря, что-то просто было уничтожено за ненадобностью. Вот. И я уже молчу про семейные альбомы, фотоальбомы, которые были в крымско-татарских семьях, не во всех, конечно, но во многих были, потому что к 1944 году уже достаточное количество людей все-таки так или иначе фотографировалось. Да? Там, и это был уже не 19 век, а в 20-м это было уже достаточно распространенное явление. И все эти альбомы, к сожалению, в 1944 году чаще всего не брались с собой, потому что в этой спешке, когда давали тебе 15 минут на сборы, ну как бы и было не до фотоальбомов. Ну, Коран и пару фотографий. Коран, еда, золото, там какие-то сбережения, ну, в общем, что-то, чтобы выжить. И в последний момент, в этот момент, только в последнюю очередь думают о фотоальбомах. Но, к счастью, все-таки какая-то часть наших соотечественников тогда взяла фотоальбомы. Часто это были люди, которых еще эвакуировали до 1944 года. Вот у них очень много сохранилось. Мы таких прям вот, если находим таких людей, мы прям очень радуемся и стараемся у них обязательно все забрать, отсканировать, оцифровать. И какая-то часть людей все-таки ценила очень свои фотоальбомы и тоже взяли. И вот это вот прям находки, когда ты находишь человека, у которого там вот просто пачка этих старых фотографий. Таких мы тоже находили людей. И тут, кстати, еще раз возникает вопрос о том, что очень многие не хотят делиться своими фотографиями. Мы неоднократно сталкивались с тем, что мы знаем точно, что в этой семье есть огромный, прям вот в прямом смысле, не образном, чемодан фотографий старых, вот чемодан. Мы знаем такие семьи, в которых лежит чемодан. Он лежит где-то под кроватью, условно говоря, и пылится. В него заглядывают в лучшем случае раз в 5 лет.
И когда мы просили, вот прямо умоляли, причем не просто напрямую, а через близких людей этих семей, через родственников этой семьи, вот, они категорически отказывались, ну, там, под разными предлогами, но отказывались. И, к сожалению, вот такие случаи частые. Я себя всегда успокаиваю такой мыслью, что, возможно, сейчас это мало кому надо, интересно, но я всегда думаю, что будет такое время, когда, условно говоря, народ начнет просыпаться, а у него будет с чем работать. То есть, ну, как будто бы вы уже что-то сделали, и они такие, блин, да вот же. Вот это прям пласт, который ты сейчас затронул, это прям вот здесь мне много что есть сказать. Да, безусловно, мы в какой-то степени сейчас работаем на будущее поколение. Да, это не пафосные слова, это просто вот технически это выглядит именно так. Объясню сейчас почему. На нас, тех, кто сейчас активен, да, находится в активном возрасте, лежит большая ответственность. То есть мы последние, кто застали наших стариков, тех, кто родился в Крыму раньше, до войны. Вот тех, кого называют Крым-баллары, то есть дети Крыма. Как здорово, да, сказано, дети Крыма. Когда мы жили в Узбекистане, ну, вообще в местах в ссылке, в местах депортации, мы ведь были рождены все там, и мы были там местными, там, грубо говоря. А вот наши родители и бабушки, дедушки, многие были Крым-баллары. Так вот, на нас лежит большая ответственность в том плане, что это поколение, к сожалению, уходит. Уходит настолько быстро, что вот в последние годы просто, мне кажется, этот процесс еще более ускорился. И вот если мы не зафиксируем то, что есть у этих людей, а это и семейные истории, и предания, и какие-то интересные факты, какие-то топонимические сведения, которые они знают название каждого оврага, каждого ручейка в своем селе, эти люди, часто. Если мы все это не зафиксируем, если мы не отсканируем, не оцифруем фотографии и прочие артефакты, которые сохранились благодаря этим людям в том числе, потому что они их с собой из Крыма привезли когда-то на чужбину и потом вернули обратно в Крым. Вот. Если мы это не зафиксируем, не оцифруем, не сохраним, то потом будет поздно. И вот наши последующие поколения, у них такой возможности уже не будет точно. К тому времени уже не будет ни одного Крым-баллара, ни одного из этого поколения. Меня очень радуют эти инициативы, когда сейчас люди некоторые там опрашивают пожилых людей, что-то записывают. Есть несколько таких инициатив уже сейчас. Вот. И здесь где-то в какой-то степени мы были одними из первопроходцев. То есть мы есть вот очень хорошую, много работы провел Гирей Баиров в свое время. То есть он объездил очень много пожилых людей, очень много зафиксировал. Вот. И мне прям очень жаль, что тогда этот почин, эту инициативу никто не подхватил. То есть мы тогда, когда этим занимался Гирей Баиров, можно было зафиксировать очень много. То есть, к сожалению, вот сейчас наш проект там с 2017 года, да, существует, и мы тоже стараемся очень много зафиксировать. И, к счастью, вот хочу сказать, что наш призыв к аудитории очень часто действительно оказывается услышанным, потому что мы просим людей опрашивать, и люди действительно опрашивают своих бабушек, дедушек, тех, кто остался в живых, и присылают нам свои материалы. Это нужно делать прямо сейчас, потому что даже боюсь, что через пару-тройку лет это будет уже поздно. Ну, тем более с ковидом вообще сейчас. Ковид сильно подкосил. Ковид просто подкосил наш народ очень сильно. Действительно, наши старики прям... Я знаю очень много случаев. Мы успели записать несколько пожилых уроженцев Крыма. Вот, во время, по сути, не во время ковида, а вот прям перед ковидом. Буквально вот, когда еще только-только все начиналось, мы успели записать, очень много ценного материала получили. И эти старики один за другим умерли во время ковида. И, к сожалению, да, вот во время ковида мы как проект тоже, по сути, были неактивными. По той простой причине, что мы, как будучи просто социально ответственными, ну, в том плане, что мы просто боялись ехать к пожилым людям со своими вот записями, потому что мы просто боялись
принести инфекцию, ну, условно говоря. Даже несмотря на то, что мы там сами не больны, но ты не знаешь никогда, принесешь ли ты. Вы не сталкивались с таким сопротивлением, что, ну, типа, для чего вы это делаете? Зачем вам это надо? Со стороны стариков практически нет сопротивления. Наоборот, да, старики, пожилые люди всегда чаще всего радуются твоему интересу к их истории. Другое дело, что там есть страхи, о которых я уже говорил, что они могут рассказать тебе легко и просто, и сразу рассказать там много интересных историй, но когда дело доходит до публикации, когда ты заикаешься о публикации, вот тут выступают часто какие-то ступоры, да, появляются, то есть зачем? Ой, не надо, да вы что? Ой, да это не стоит. Вот, это момент, который часто можно перебороть, там как-то уговорить. Проблемой часто становятся дети пожилых людей, к сожалению. Тут есть несколько факторов. Есть, к сожалению, есть фактор религиозный. К сожалению, какие-то люди боятся делиться фотографиями из каких-то там, ну, совершенно немыслимых для меня стереотипов и каких-то представлений о том, что фотография это значит плохо, то есть это, ну, как бы не соответствует каким-то канонам, публиковать ее и так далее. То есть, ну, вы знаете все эти, да, вещи насчет того, насчет изображений живых существ, живых людей и так далее. Вот, ну это как бы совсем для меня всегда дико звучит. Тем не менее, это есть действительно какая-то часть, небольшая, к счастью, но все-таки есть какая-то часть людей, которые именно по этой причине отказывается предоставлять нам фотографии. Это правда. И более того, я скажу, что это вообще как бы сильно, вот это представление сильно ударило по нам еще, по нашей истории в том плане, что крымские татары в принципе же боялись фотографироваться до советской власти. То есть есть же много историй на эту тему, когда фотографы буквально уговаривали там крымских татар позировать. Есть знаменитая история про семью, если не ошибаюсь, из Гурзуфа, или, по-моему, из Гурзуфа, когда два друга, один крымский татарин, а другой грек, были просто очень неразлучными друзьями прямо, и грек был фотографом, и как-то он уговорил, очень долго уговаривал своего друга попозировать вместе со своей женой и своими дочерьми, попозировать ему для фото. В общем, каким-то невероятными усилиями ему удалось это сделать. А потом он напечатал открытки и стал их распространять. И когда друг узнал про это, они рассорились навсегда. Через какое-то время друг умер и сказал, чтобы этот грек больше не подходил даже к его дому. И этот грек, там, если я не ошибаюсь, там история заканчивается очень драматично, что грек просто где-то сидел на улице недалеко от дома и плакал просто. То есть они были настолько близкими друзьями. Я это рассказал к тому, что, к сожалению, еще и вот этот момент сыграл свою роль, что не все крымские татары фотографировались. И мы вообще, в принципе, имеем дело с достаточно ограниченным количеством этих артефактов, этих фотографий в исторических источниках. То есть, к счастью, сейчас, последние годы, прям вот, к счастью, вываливается просто, архивы начинают оцифровываться, и мы обнаруживаем все больше и больше фотографий, которые все-таки были сделаны путешественниками, фотографами, какие-то рисунки, картины, зарисовки. Все это вываливается из самых неожиданных мест. С каких-то там австрийских архивов, швейцарских архивов, шведских, французских. Вот только хотел спросить, а как обстоят дела вот именно с зарубежными архивами? Зарубежные архивы последние годы начали оцифровывать все подряд. И российские архивы, кстати, тоже очень сильно сейчас оцифровываются. И, как выясняется, о крымских татарах очень много информации. Во французских архивах нашлись аудиозаписи начала 20 века, просто потрясающие. Мы парочку из них публиковали, кстати. Ну, братья Патте, вот это. Братья Патте и так далее, да. Сейчас есть ребята, активисты молодые, которые за свой счет выкупают из российских архивов какие-то аудиозаписи. Вот Рифат Иззет, например, тот же бахчисарайский. Я знаю, что они выкупили несколько каких-то интересных записей, которые тоже уже обнародовали частично, часть еще будут обнародовать. Вот, то есть архивы открываются постепенно, и это тот пласт, который, я очень рад, что он открывается, и его надо просто систематизировать, вычленять, переформатировать, переупаковывать, и все это публиковать. То есть мы этим тоже занимаемся потихонечку в меру своих сил. А вот что касается семейных историй и вот семейных фотографий, то этот пласт, кроме нас, не откроет никто. То есть, если мы его не сможем открыть, я имею в виду сейчас не наш проект конкретно, а вообще в целом наше поколение, если мы это не сделаем, то, к сожалению, этот пласт мы можем потерять.
как мы уже потеряли очень много артефактов, которые остались навсегда в Узбекистане. То есть как-то была недавно история про то, что какой-то узбекистанский архив государственный получил очень ценную реликвию, семейный Коран, который приехал из Крыма, какого-то очень-очень давнего года выпуска. Он остался в Узбекистане навсегда, этот Коран. Потому что, как там рассказывалось в этой истории, что бабушка, которую передала, она была замужем за узбеком по национальности, и дети ее уже узбеки. То есть он уже все. И Коран уже тоже стал узбекским. То есть я не про Коран, а говорю про этот экземпляр, который приехал из Крыма когда-то, не по своей воле, да, его привезли туда, в Узбекистан, и он остался там. К счастью, я здесь очень хочу добавить, что это хорошо, что он сохраняется в Узбекистане. К счастью, он там есть. И мы знаем, что он там лежит и будет всегда лежать. И будем, кому нужно, можно будет поехать и посмотреть. Но это то, что сохраняется. Да? И здесь мы должны сказать спасибо нашим братьям-узбекам, которые это сохраняют. Но сколько таких реликвий было выброшено за ненадобностью? Сколько семей межнациональных браков, которые... Мы знаем, что межнациональные семьи, которые были межнациональные браки в Узбекистане, далеко не все приехали в Крым. Потому что многое зависело от того, какой из супругов сильней. Да, доминирует в семье. Доминирует супруг, который не крымский татарин, они могут уехать в Россию, не знаю, там, в Америку много случаев, я знаю, когда уезжали, там, в Узбекистане остаются и так далее. Что происходит с их реликвиями, да, вот теми же кушак, фес, фотографии, мы можем только догадываться. Что-то сохраняется, что-то выбрасывается просто, и мы знаем такие случаи, выбрасывается просто за ненадобностью. Это не наша культура. То есть так размышляют дети и внуки вот этих людей. Да, была бабушка крымская татарка, или там дедушка был крымским татарином, но я же узбек, или я же русский, я же кореец и так далее. И таких случаев очень много. Поэтому, подытоживая, хочу сказать, что мы уже очень много потеряли. Очень много потеряли. И сейчас я призываю к тому, чтобы мы сохранили хотя бы то, что еще можно сохранить. К счастью, еще есть что сохранить. И мы должны сейчас прилагать к этому усилия.